красной зоны Марьям Хузеевну провожают сегодня весь лечащий медперсонал. А в холле бабушку встречает любимая внучка и целая толпа журналистов. Вам спасибо большое. Как вы дела подняли, сколько времени теряли из-за меня. С этим неугасаемым оптимизмом Марьям Надершина уже целый век пережила Великую Отечественную войну. Больше 40 лет проработала на Казанском пороховом заводе. Работал в заводе, не выходя 36 лет. Это же вредный завод. И то не влиял. Значит, здоровый и хороший был. Здоровье у Марьям Хузеевны и правда оказалось крепкое, говорят медики. В инфекционную больницу ее привезли 18 декабря. Первое время подключали к кислороду. Круглосуточную помощь оказывали и терапевты, и хирурги. Столетняя пациентка стала первым случаем для врачей такого возраста. К бабушке относились как к хрустальной вазочке, шутят медики. Учитывая то, что возраст ей 100 лет, конечно, КТ-1 это тоже для такого возраста может быть критичным. Все-таки здоровье у нее крепкое, поэтому и на выздоровление, на поправку она пошла быстро. Очень позитивный, жизнерадостный. И когда с ней общаешься, это столько энергетики, что охота уже бежать к другим больным, лечить их. И даже ставили в пример ее. Накануне Марьям Надершина отметила уже свой 101-й день рождения. Поздравления и цветы принимала от врачей в палате. Ее поздравил и Рустам Минниханов. В своем инстаграм президент пожелал крепкого здоровья и поблагодарил врачей инфекционной больницы за работу. Земной поклон, конечно, врачам. Молодцы, слаженно все так делали. Внимание было и забота, и постоянно на связи. Это очень помогало. Сейчас Марьям Хузеевна чувствует себя хорошо и постоянно шутит. Новый год они встретят большой семьей. У бабушки 2 детей, 5 внучек и 17 правнуков. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.